Тем временем в Сыктывкаре продолжается капитальный ремонт малой объездной. Готовность 60%. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на обновление этой важной транспортной артерии города выделено почти 200 миллионов рублей. На эти средства планируется расширить проезжую часть, обустроить тротуары, привести в порядок водоотводные каналы и уложить асфальт. Малую объездную откроют в октябре, обещают подрядчики. Наталья Юрина узнала, как идут работы. Малая объездная. Ремонтные работы здесь начались в мае. Первым делом подрядчик убрал старое бетонное покрытие и завез щебенку. Сейчас приступили к асфальтированию. Объект готов на 60%. В полной мере обновление дороги можно будет оценить уже в октябре. Масштаб капитального ремонта впечатляет. О старой проезжей части осталось лишь направление. Участок от торгового центра «Макси» до подъезда к промышленному узлу «Дырновский» за 2 месяца преобразился. Здесь снималось старый бетон. Бетон, значит, был потресканный, разбитый пластами где-то до 6-го пикета, это 600 метров оттуда. И, значит, а здесь было уже тот щебень, который был насыпан 30-40 лет назад, он уже износился, образовались ямы. Мы, значит, это все дело выбрали, 30 сантиметров песка положили, 30 сантиметров щебня положили, значит, 7 сантиметров от нижнего слоя и потом верхним слоем. Протяженность дороги 3,5 километра. Помимо нового асфальта здесь установят бордюры, заменят водопропускные трубы, сделают водоотводные канавы и новый тротуар. Пешеходную зону благоустроят от Октябрьского проспекта до леса, традиционного места прогулок лыжников. На заключительном этапе ремонта установят 112 опор освещения со светодиодными светильниками. Приятным бонусом для водителей станет и дополнительная полоса на выезде на Октябрьский проспект. Сейчас примыкание объездной к Октябрьскому проспекту у нас представлено 3 полосами. Одна полоса в направлении Макси, 2 полосы в обратном выезде. При этом есть зеленая стрелка, поворот вправо. Мы видим, что при движении прямо и влево создаются пробки тогда, когда автовладельцы хотят повернуть в левую сторону в направлении Эжвы. Мы видим этот момент, он является проблемным, поэтому приняли решение о расширении участка дороги именно на этом примыкании. Будет создана дополнительная полоса для движения вправо, отдельная полоса для движения влево и отдельная полоса для движения прямо. Как отмечают в мэрии, после окончания ремонта малая объездная заберет на себя часть трафика и будет способствовать разгрузке Октябрьского проспекта. Увеличение потока машин создаст благоприятную среду для развития бизнеса, считает директор регионального центра «Мой бизнес» Сергей Жеребцов. Любая дорога, она всегда обрастает малым бизнесом. Это какие-то комплексы, связанные с обслуживанием транспорта, с их парковкой. И мы думаем, что в дальнейшем здесь могут появиться какие-то субъекты малого и среднего бизнеса, которые будут использовать эту дорогу как территорию для размещения своей деятельности. На ремонт дороги выделили около 200 миллионов рублей. Столь масштабный проект по обновлению удается воплотить благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как отметил депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов, малая объездная давно нуждалась в обновлении. Новая дорога будет отвечать требованиям качества по новым профильным стандартам. Дорога на самом деле шикарная. Тут единственное пожелание автолюбителям, чтобы они скоростной режим не превышали. И для бизнеса, на самом деле, там, где дорога, говорит, там и бизнес, и строительство и домов, и это будущее. Так что очень рад за сыктывкарцев, что не будет пробок, прямая доступность к городу. Коми в этом году отремонтируют 22 дороги общей протяженностью более 30 километров. Обновят 8 дорог республиканского значения, 14 местного. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги», а также ряд государственных программ выросли на основе партийного проекта «Дороги Единой России». Город Сыктывкар, наша столица, всеми нами любимая, за последние 3 года из федерального бюджета получила порядка где-то 1,5 миллиарда рублей. Мы видим результаты этого, и здесь я хотела бы особенно, наверное, подчеркнуть, что те решения, которые на сегодняшний день в городе принимаются, куда направить эти средства, они направляются, исходя из запросов наших граждан. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на 8 улицах Сыктывкара и Эжвы ремонтные работы уже завершены. К этому списку через пару месяцев добавится и обновленная малая объездная. Наталья Юрина, Олег Юшков, телеканал Юрган.